Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Растет площадь лесных пожаров в Якутии. Всему виной жаркая погода и человеческий фактор, где обстановка самая сложная. Закружились танцы Осоха, и вслед за Алекминском праздник белого изобилия отметили и в Краснодарском крае. Завершили соревнования сильнейших многоборцев Якутии, кто занял титул абсолютного чемпиона игр Дыгына. Порядка 50 новых возгораний зафиксировали в лесах Якутии за минувшие сутки, а всего, по сведениям Минэкологии региона, продолжают тушить более 100 лесных пожаров. 23 из них вблизи населенных пунктов. Сложной остается обстановка в Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском и Хангаласском районах. В 19 районах введен особый противопожарный режим, а на территории всей Якутии действует режим чрезвычайной ситуации. Проводят поэтапное увеличение группировки сил и средств для борьбы с огнем. В 4 районах, где действуют лесные пожары, взяли пробы атмосферного воздуха. Предельно допустимая концентрация не превышена. На особом контроле находятся 2 приближенных природных пожара Усел, Мар и Ударник. В случае ухудшения обстановки в готовности аэромобильная группировка Главного управления МЧС в количестве 45 человек. А проект «Посади лес» приглашает россиян пройти школу лесных волонтеров. Это образовательная площадка в формате летнего эколагеря для всех, кто желает научиться эффективно заботиться о лесе. Первая смена пройдет с 16 по 27 июля в Татарстане. Подать заявку на участие могут жители любого российского региона, старше 18 лет. Начинающие лесные волонтеры со всей страны пройдут теоретические и практические курсы. Научат тушить пожары, восстанавливать лес и ухаживать за деревьями. Обучают профессиональные лесники, пожарные, эксперты по экологическим направлениям и экотуризму. Около 2 недель в Якутске жаркая погода. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация не изменится. Столбик термометра в дневное время не опустится ниже 29 градусов. Если сравнить с показателями прошлого года, то в это время в среднем температура была плюс 24. Специалисты МЧС России в условиях жары советуют ежедневно проводить дома влажную уборку и не употреблять очень холодные напитки. Мы же решили спросить у гостей и жителей столицы, как они переносят палящий зной и что советуют делать в такую жару. Терпимо, я так думаю. Можно, если здоровым быть, все можно потерпеть. Главное, здоровый образ жизни, и все. Свежим воздухом погулять надо. Вот шляпу носим, но плохо. Плохо переносим, плохо. Вот. Ну, очень негативно сказывается, конечно, на организме. Приходится вентиляторы постоянно включать, воды много пить. Ну, неплохо. Пока молодой, переношу. А так, пью больше, гуляю чаще у воды с ветерком, более-менее справляюсь. Под солнцем нужно находиться обязательно в шляпе. Очень хорошо, если зонт еще есть, да. И, конечно же, больше в тени, чтобы было прохладно, чтобы температура была нормальная. И, конечно же, пожилым людям довольно опасно, конечно, летом находиться под солнцем, и поэтому больше дома, больше в комфорте. А то так, зима-то скоро придет все равно, не успеешь. А глянут, опять холодно одеваться. А так как вышел все. И зимой выходишь на улицу и думаешь, летом как я без одежды хожу. Вот и настало это время. Народники «Интернациональный» в Мирном внедрили проект мини-трансформации. Задача – вовлечь коллектив в решение проблем и достижение новых амбициозных целей. Мини-трансформация охватила 3 участка рудника. В рамках проекта внедрен новый производственный инструмент – доска решения проблем. Сотрудникам предложили сформулировать вопросы, с которыми они столкнулись в работе, и отслеживать статус их разрешения. Активным сотрудникам пересмотрели систему мотивации. Это отразится на их расчетных листах. Кроме того, на предприятии более точно подходят к внедрению системы 6С. Это поможет ускорить производственные процессы. Рудник «Интернациональный» стал пилотной площадкой проекта. Для качественной и безопасной работы необходимо знать, слышать и, главное, решать проблемы работников предприятия. Мы в рамках МНТ сделали фокус на фабрику идей. Фабрика идей – это инструмент, направленный на вовлечение в цикл непрерывных улучшений всех работников, начиная от специалистов рабочих специальностей до руководителей цехов, да, даже там директора ГОКов могут подать идею, обязательно будет рассмотрена, экспертным советом принята и реализована.
В России началась избирательная кампания по выборам депутатов федерального парламента. Всего их 450 с учетом пандемии, согласно решению Центра избиркома. Само голосование растянется на 3 дня, с 17 по 19 сентября. Члены молодежной избирательной комиссии при Центральной избирательной комиссии республики призывают всех, а в особенности молодых, активно принимать участие в предстоящих выборах. Они отмечают, что от голоса молодежи зависит будущее не только региона, но и всей страны, в которой им предстоит учиться, развиваться и жить. Выборы депутатов Государственной Думы являются важным этапом демократии нашего государства, так как Конституция устанавливает, что высшим источником власти является многонациональный народ. И именно 19 сентября многонациональный народ должен изъявить свою волю и выбрать своих представителей в Государственной Думе. Государственная Дума – это парламент, одна из палат парламента нашего государства, и мы должны выбрать представителей туда, тех представителей, которые будут творить законы нашего государства. Титул абсолютного чемпиона игр ДГНа выиграл Егор Филиппов из Хангаласского Улуса. Несмотря на травму бедра, спортсмен сумел стать сильнейшим в 5-й раз. Во второй день финальной части турнира разыгрались жаркие баталии. Интрига сохранялась вплоть до последнего этапа – переноски камня. Молодой многоборец Вячеслав Дьяконов лидировал по итогам 4 видов, но одно неверное движение смело все шансы на победу. Вторым призером стал Николай Матананов из Татинского Улуса, третьим – Джилустан Наговицын из Горного. Еще одним интересным поединком, несомненно, можно назвать стрельбу из лука за 3-4 место, когда Егор Филиппов и Никита Новгородов определили победителя в перестрелке из 10 попыток. Чемпион получил 1 миллион рублей, а призерам вручили ключи от квадроцикла и мотоцикла. Было очень трудно в этом году. Каждым годом растет потенциал соревнований, соперничество растет, спортсмены готовятся очень сильно. Вот эти все парни, которые участвовали со мной, они, наверное, вообще в этот год провели в спортзале, наверное. Очень большой сейчас уровень у игр ДГН. Ну, своеобразные еще очень виды спорта. Выносливость есть, та же стрельба из лука, масс-рестлинг, бег, прыжки тоже. Ну, требует очень большой работы. Закружились танцы Осоха, и вслед за Алекминском праздник белого изобилия отметили и наши земляки в Краснодарском крае. В городе Сочи меж Кавказских гор ЭСЭК собрал более 300 якутян. О том, как прошел национальный праздник встречи лета, в материале Айсаны Бурнашовой. В русле якутских традиций, следуя обычаям предков, церемония открытия Краснодарского ЭСЭХа началась со священного обряда Алгыс. ЭСЭХ на юге России проводится уже в 3-й раз, но с таким размахом впервые. Чтобы получить благословление высших божеств, в Сочи приехали якутяне из разных городов страны. Так как у нас ЭСЭХ нету Якутии, мы бабушку с собой привезли и семьей приехали сюда отдыхать. И попали в ЭСЭХ. Мне очень захотелось праздника, вот я приехала. Краснодарский ЭСЭХ собирает людей и объединяет, потому что это наш национальный праздник. Якутск, Петербург, Москва, города Кубани, якутяне с юга России. Рекордное для Краснодарского ЭСЭХа число гостей более 300 человек. Главное содержание праздника – диалог с миром природы. Отсюда и насыщенная культурная программа с обрядами очищения и поклонения верхним божествам Аи. Ну и, пожалуй, ключевым событием ЭСЭХа Краснодарского края стал Осохой. Национальный танец собрал всех гостей в единый хоровод. От чистого сердца, конечно. В общем, это не коммерческий проект. Мероприятие организовано чисто на собранные средства от наших спонсоров. Это якутяне, которые занимаются бизнесом в Краснодарском крае. Я считаю, что праздник удался. Неимоверное счастье, что мы, несмотря на то, что живем далеко от своей малой родины, все приехали.
Концертную часть цеха украсили звезды якутской и российской эстрады. Ансамбль «Гиркелян» поделился теплом Крайнего Севера. Особое место на краснодарском цехе заняли и спортивные состязания. Так, якутское пятиборье не оставило равнодушными ни спортсменов, ни болельщиков. Я вырос в Якутии, и для меня это очень близок по духу праздник, и очень приятно почувствовать атмосферу вот этого детства, так сказать, здесь, находясь в Сочи. Вообще первый раз в Сочи на цехе, хотя здесь живем уже 5 лет, но очень здорово, что праздник пришел и к нам. Конечно, это наш источник силы, энергии, обязательно, конечно. Поэтому мы здесь сегодня всей семьей. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Сочи, Краснодарский край. Республиканский цех «Олонхо» завершился в Алекминске. Он стал единственным проведенным в очном формате массовым национальным праздником. Состоялись конкурсы, в том числе среди исполнителей «Олонхо», хабусистов и запевал Сохая. Среди взрослых олонхосутов победу одержал Александр Багардынов из Татинского района. Среди молодых исполнителей лучшим стал Виталий Никифоров из Мегино-Кангаласского улуса. В конкурсе хомусистов победила Варвара Степанова из Якутска. Лучшей из числа запевал Сохая стала Светлана Зидгенидзова из Сунтарского района. В следующем году цех «Олонхо» примет Верхневилюйский район. Городской пляж в 202-м микрорайоне Якутска готовят к открытию. Об этом сообщил в Инстаграм мэр столицы Евгений Григорьев. Получены заключительные результаты проб воды, она соответствует нормам. Проведены работы по очистке дна, заключены договоры по охране и спасателям. Глава Якутска также отметил, что пляж официально начнет работу в ближайшее время после получения одобрения оперштаба по борьбе с коронавирусом. Сегодня на ипподроме в местности Ус-Хатын состоятся традиционные конные скачки на призы главы республики. Всего обозначены 6 официальных дистанций и 1 коммерческая. По итогам отбора определились несколько фаворитов. Это «Шторм Барс» из Намского улуса и «Мейн-Кёнинг» из Чурапчинского. В соревнованиях участвуют 10 скакунов из 6 районов. В этом году, как и в предыдущем, скачки пройдут без зрителей на трибунах, но с прямой трансляцией мероприятия. Увидеть прямое включение вы сможете на наших телеканалах НВК Саха, Якутия-24, Мамонт. Кроме того, прямая трансляция также будет доступна на YouTube-каналах. Начало в 18:00. Мероприятие очень важное, потому что на Дальнем Востоке Якутия занимает 1-е место по количеству чистокровных верховых лошадей. И у нас самый большой призовой фонд в Сибири и в Дальнем Востоке. Приз главы республики с прошлого года увеличен до 5 миллионов рублей. То есть за 2,5 минуты лошадь-победитель получает 2,5 миллиона рублей. К этому часу это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.